Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. И сегодня мы покажем вам 7 приветов из дома. Овчар Батл, мудрый, степенный, выживал на улице Якутска и чудом выжил, когда везде отстреливали. Знал, когда уйти от греха подальше. К нему прибился и щенок, как бы ища у него защиты. Он и его оберегал, прятал где-то, когда им вызывали отлов. Их двоих мы забрали вместе. До самолета овчара передержали на цепи. Щенок от него никуда не отходил. Вместе они прилетели в Москву. Ну а отсюда спустя время уезжали уже по семьям. Оба пристроены, о щенке был ролик, а от Батла вот свежие приветы. Живет счастливо, весело, о нем заботятся и любят. И от этого тепло на душе, понимая, как тяжело большой собаке найти любящую семью. Сапфирчик с голубыми глазами появился в ППЖ, не знаю как, сдал хозяин или забрал отлов с улицы. В нем есть что-то от лабра, от хаски, от сеттера спаниеля. В общем, вместе с другими собаками я его забрала из ППЖ, и прилетел он в Москву к куратору Наталье. А через несколько месяцев его выбрала семья Маргариты в Москве, за что ей огромное спасибо. Теперь в семье у них несколько собак. Сапфирчик помогает нянчить грудного ребенка, контролирует процесс, любит ко всем бежать и страстно облизывать. Я желаю счастья и здоровья семьям, кто не боится брать и третьей, и четвертой собакой. Мир вашему дому и огромное вам спасибо. Отдай мячик. Отдай мячик. Отдай. Не отдашь? Я сейчас схвачу. Ой. Ну, как ты? Нет, не отдашь мячик. Отдай. Опа. Нет, нет, не отдашь. Отдай мячик. Отдай мячик. Опа. Нет, не отдаст Сапфир мячик. Да, будет играть с ним. Вот наш Сапфир. Здесь пока утренние солнечные ванны после прогулки. Он, конечно, привязан к дереву, иначе паршивец может убежать. И, конечно, это настоящий ребенок. Вот с мячиком играет. Да, он так интересно до этого даже на спине валялся, как цирковая собачка, и обнимал его лапами, не успела заснять. Лежит Сапфир, вот так кубик. У моей кровати, у моего рабочего места, они меня все время делят. Вот кто первый прибежит, кто ближе к телу
доступ себе завоюет. Вот, Кубик сегодня настолько обнаглел. Ну, Сапфир всегда рядом с кроватью, у него с другой стороны, там подстилочка, он вот все время там лежит. А Кубик сегодня так решил ему показать свое первенство, что он всю ночь, это такого не было, запрыгнул и со мной в постели спал. Вот, так что вот у них идет такое соперничество, но в общем все очень хорошо. Сапфир, Сапфир, покажи, что ты знаешь свое имя. Да, мой мальчик, все у нас хорошо. Ну, а дальше там ласка и всякие мелочи там дальше у нас сидят. Это самое главное. Вот два моих пса, вот, бросился сейчас. Вот. Да, вот два моих пса все время со мной. Вот такие вот у нас дела. А вот и щенки, Барон, Фунтик и Персик от умных родителей, Чили и Персы, спасенные с улицы, выживавшие в камышах Якутска, приехавшие весной в Москву, тоже разъехались по домам. Что их родители, что эти детки, необычайно смышленые, беспроблемные, детки относительно быстро обрели дом. Пожелаем им счастья. Пожелаем им долгих лет жизни, оставаться всегда в любви. Ведь они тоже родились под счастливой звездой. Им улыбнулась удача. О них рассказали нам небезразличные местные жители, которые подкармливали. Они позвонили нам. Они очень просили, слезно просили. Они не сдали их в ППЖ, как делают в основном. Ну а мамка и их бабушка, обе с золотыми характерами, удивительные собаки, увы, остаются на передержках и ищут свои семьи, ищут дом. Junge, Hatja hat von den Angst. Hatja. Der hat von den Angst. Die Jane. Oha. Hast du den Arm genommen? Darf man den Arm? Den kriegst du nicht hoch, das ist schwer. Nein, ich kann das. Nein, mach das nicht. Das ist wirklich ein bisschen schwer. Süß, das ist ganz süß. Ich leg da sich wieder runter und muss gleich wieder kauen. Kein Buch, das kann nämlich antworten. Doch, der macht das gerne, guck mal. Aber der bewegt nicht so viel. Ja, der ist ja noch klein. Белую девчушку Марту спасали с несколькими другими ее друзьями в мороз. Они там все такие дружные. Когда хочешь спасти кого-то, то невозможно оставить остальных на погибель. Вот и забирала по 3, по 5, по 7 сразу. С Мартой забирали Томаса, Рику, Теру, Кнора. Часть из них уже пристроена дома. А от Марты вот пришел привет. Она тоже живет в семье, тоже счастлива, любит, хвалят ее. Пожелаем ей долгих лет жизни. Пусть наслаждается жизнью и не вспоминает ад своей молодости. Вот прилетел еще привет и от рыжего щенульки. Тогда мы забирали 3 выброшенных в коробке у магазина. Точнее, забирали дети и в палисаднике у себя по очереди кормили, пока не разъехались на каникулы. Ну а вскоре мы забрали их в Москву. Ролики с приветами из семей уже были, а это вот новый привет от рыжульки. Родились под счастливой звездой, спасли, вывезли, пристроены, счастливы. Далеко не всем так везет. Пусть будут счастливы и долгих лет им жизни.
Друзья, итак, чтобы дождаться собачулям, пристройства, счастливого завершения всей спасательной истории, им надо жить, их надо кормить, лечить, обрабатывать и за ними ухаживать. А это все стоит денег. Бесплатно только бегают собаки по улицам, и век их там короткий. Поэтому мы всегда нуждаемся в финансовой помощи и благодарим вас за любую пожертвованную сумму.